К другим темам. Магаз продолжает радовать жителей и гостей преобразованиями. Сегодня в столице Ингушетии состоялось торжественное открытие благоустроенной дворовой общественной территории и детской площадки. Это стало возможным благодаря реализации федерального партийного проекта «Городская среда». Зоны для благоустройства выбраны с учетом мнения большинства жителей города, принявших участие в голосовании 18 марта. Слово Зелимхану Калоеву. Еще одну общественную территорию Магаза благоустроили в рамках федерального партийного проекта «Городская среда». Здесь, на улице Кулиева, теперь появились такие креативные скамейки. Установили всем полюбившиеся книгообменники, в котором уже можно найти первые экземпляры книг. Для удобства горожан установили еще такие столики. Здесь можно сыграть в шахматы и другие настольные игры. А такие цветочницы скоро украсят растения. Таких столиков здесь 3. И 2 скамейки необычная форма, сделанные из бука. Им не страшен ни дождь, ни солнце. Защищены прочным декоративным покрытием. Но самое главное, прослужат долго. Необычным подарком, особенно для детей, можно назвать питьевой фонтанчик, который ребята уже протестировали и не раз. Наконец появилось место, когда уже устал и не можешь кататься. Город пересох. Тут есть такой кран теперь, который можно так нажимать и пить, и сидеть. Ты рад? Да, очень. Одна из жемчужин Северного Кавказа, столица древней Алании, а ныне Ингушетия Магаз, продолжает радовать преобразованиями жителей и гостей. Молотхан Цичуева живет здесь около 7 лет. И за это время, говорит, узнать город практически невозможно. Нужно выйти и посидеть. Благоустроенные, все благоустроено. Ночью свет горит, а днем скамейки вот такие же. Вы рады? Нет границ. Мне нравится город Магаз. Я очень люблю город Магаз. Возрождающий город. Отрадно видеть все эти стройки. Желательно, чтобы наш Магаз был самый красивый, самый чистый город. Город, который возрождается на заре. Благоустройству в Магазе уделяется особое внимание. Реализацию федерального партийного проекта «Городская среда» на этой улице начали еще весной этого года. Озеленение зоны отдыха тоже не заставит себя ждать. Открытие площадки – это заслуга как местных властей, так и реализации партийного проекта «Городская среда», в рамках которого в этом году планируется благоустроить 15 дворовых и 8 общественных территорий. Эту улицу тоже выбрали не случайно. Сегодня вот эта общественная территория, тротуар, это место, где всегда парковались машины. И жильцы до этих домов близлежащих, они постоянно к нам обращались с просьбой немножко посодействовать этому, оградить их от этого. И вообще здесь было не очень хорошо, так скажем. Вот сегодня вы видите, какую красоту здесь навели. И это еще только начало, потом еще и озеленение, и будет очень красиво все. В дальнейшем нас тоже ждет вот немножко облагораживание вот этих фасадов. Уже предпринимателям всем предписано о том, как все должно выглядеть. Преобразованиями жителей радует и улица Азиева. Здесь также открылась благоустроенная дворовая территория. Проблема с парковочной зоной, как и на улице Кулиева, существовала и тут. Это один из первых дворов столицы. Разрушенный асфальт, отсутствие детских игровых площадок и забитый машинами двор. Теперь картину можно разделить на до и после. Первый двор города Магаз с 2000 года. Мы первые жители этого города. Вот. В этом дворе навели такой небольшой марафет, если его можно назвать небольшим. Это поменяли плитку, заменили детские качели, установили такой книгообменник, покрасили где-то, закрыли двор, убрали, парковку, сделали ее на задней стороне и сделали освещение в вечернее время. Благоустройство города в первую очередь это создание удобных для жизни условий горожан, чем сейчас и занимаются местные власти. Совсем скоро здесь также появится и телефонная будка. Словом, город солнца намерен радовать своих жителей и дальше. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.